Виталий Викторович, начнем с главной спортивной темы этой недели. Можете приоткрыть завесу тайны, как проходило обсуждение и принятие решения о переносе чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре на 2022 год? Наверняка учитывалось мнение принимающей стороны, а может быть, республика предлагала какие-то даты? Ну, конечно, мы хотели провести в столетие республики чемпионат мира, бесспорно. Хотелось порадовать зрителей именно в этот год. Но также, консультируясь на еженедельной основе с Международной федерацией, с Борисом Ивановичем Скрынником, я общался, я понимал, что пандемия нам однозначно помешает. Честно говоря, уже понимание было фактически 90%. Он подводил нас к этому. Отменяли все международные соревнования, следили еще в целом, что происходит в мире по другим видам спорта. Ситуация была не очень хорошая, она и сейчас продолжается. И, собственно, понимая уже к тому, что у нас отменится март, мы пытались с ним договориться, чтобы нас перенесли на осень. Это тоже все-таки столетие. Был бы интересный проект. Там у нас немножко не совпали циклы, потому что мы открытый стадион построили. Соответственно, даже несмотря на то, что есть система охлаждения, мы все равно, к сожалению, июнь смогли бы очень рано провести его. Мы укатываемся ближе в зиму. Борис Иванович приводил опыт, как 3 года назад у нас был чемпионат другого уровня, но он был с лужами на поле. Холодильные машины не справлялись, было достаточно тепло. И он просил нас все-таки перестраховаться и перенести на год, на следующую весну. Собственно, второй пункт, почему так было, потому что многие национальные команды, они не успели бы начать даже тренироваться осенью, поэтому мы решили, что так будет. Сейчас, я считаю, что это правильное решение на следующий год перенести. Очень много опасений сейчас по Иркутску, потому что остался вопрос о том, что, возможно, некоторые делегации не поедут на чемпионат мира из-за того, что они еще не накатают даже с команды своей. Будет уровень немножко не тот. Но дай бог и им удачи, чтобы все прошло хорошо, и нам удачи. Так что все будет прекрасно, здорово, что остался чемпионат мира у нас. Планируете съездить в Иркутск, посмотреть, как все там проходит? Обязательно. Нужно ехать, смотреть, подчеркнуть что-то новое, хотя я уже опытный. Я думаю, даже больше не для себя, а для сотрудников, которые сейчас работают на чемпионате мира. Работа продолжается. Честно говоря, я тоже выдохнул, что у нас есть больше времени, потому что нам нужно сделать его более красивым, интересным, уйти от формализации. Какие-то части у нас, еще, так скажем, находятся в стадии разработки, еще глубокой разработки. Над этим работать. Поэтому поедем большой комиссией, большим коллективом, проведем, подсмотрим, поучимся. Еще одно важное решение, которое принял ФИП, это проведение чемпионата не в 2 этапа, как планировалось изначально, а в 1, то есть будут одновременно играть и сборные группы Б и группы А в одни и те же сроки. Вот сможем ли мы всех разместить, провести игры, обеспечить проживанием и так далее? Не, вопрос абсолютно правильный, потому что мы планируем, что все-таки одна с другой группы будет идти, нагрузка будет большая, 2 группы сразу, у нас и гостиничного фонда не так много, абсолютно в точку, поэтому, к сожалению, это решение было сделано без участия нас. Я думаю, что мы в техническом виде, в каком-то уже рабочем порядке проговорим с Борисом Ивановичем, с Международной федерацией о том, что мы их все-таки разнесем. Сейчас команда наша начинает уже проверять, натягивать, как это возможно, но есть проблематика, это бесспорно. Там 2 поля, им нужно тренироваться, им нужно играть. Поэтому я думаю, что и решение, скорее всего, было и не носило характер, в принципе, концептуального, перенести нас на год, это было важно. А там мы сейчас, я думаю, все-таки его распределим, чтобы были в разные сроки. То есть возможность такая есть? Да, конечно, у нас хорошие рабочие отношения с Международной федерацией. Тут это уже детали, по большому счету. Главное, вот это событие о переносе, оно далось непросто. Мы 2 месяца над этим работали. Было 3 технических комиссии. Они не могли сделать это в декабре, перенесли на январь. Вот, собственно, поэтому дальше будет легче. Я думаю, мы так сделаем. Это логично. На ваш взгляд, насколько качественно спортивные школы республики обеспечивают профессиональные клубы коми кадрами, молодыми спортсменами и игроками? Давайте тогда оттолкнемся от аналитики. В баскетболе, НИКу тяжело снабдить нашими кадрами, потому что не дорастают девочки до уровня премьер-лиги.
к сожалению. Мы знаем, что там есть дюбл, он обязан быть обязательно у клуба, но это все-таки между дюблом и основной командой все равно не хватает одного звена, это фарм-клуба. Собственно, к сожалению, наверное, тяжело дотянуться и девочкам из дюбла до профессиональной команды, собственно, о чем мы и говорим. Касаемо мини-футбола, здесь, наверное, попроще, там дорастают дети, есть целая пирамида, которая работает и приносит плоды, полные трибуны, полные школы у нас детей, полные трибуны приходят родители с детьми. Здесь более-менее возможно. Ну, по касаемо хоккея с мячом, ну, общаясь с президентом федерации, мы считаем, что мы в самом деле у нас дорастают дети до строителя. Наверное, так и есть. Я уверен, что запуск стадиона перезагрузит еще немножко нам хоккей с мячом, и мы сможем увеличить и качество, и количество детей, чтобы еще больше работать на команду. Вот так вот я надеюсь. Так что можем считать, что в принципе система работает. По баскетболу, ну просто уровень серьезной команды. Наверное, когда-то, если дай бог, это же не наш клуб, может быть, когда-то появится фарм еще, и тогда у нас детишки могут доходить и до профессиональной первой команды. Но, конечно, там уровень запредельный, поэтому непросто. Продолжая тему клубов, то и дело появляются новости, что в таком-то регионе исчезла такая-то команда, просто из-за того, что им не хватает финансирования, да, то есть они стали банкротом. Вот по вашей информации, есть ли в республике клубы, которые балансируют на грани и могут в ближайшем будущем стать банкротами? Ну, если проанализировать, здесь нужно анализировать, конечно, бизнес-среду еще, потому что эти клубы живут на средства, по большому счету, спонсорских денег. Я не вижу, честно скажу, возможности, чтобы эти клубы прекратили свое существование. Мне кажется, это невозможно. Они стали уже серьезным даже событием, народным событием для нашей республики. Собственно, поэтому мы ни в коем случае не допускаем. Мы как правительство стараемся выдерживать баланс, чтобы не были ущемлены наши клубы. Собственно, поэтому я не вижу таких предпосылок. Хотелось бы наоборот, чтобы мы доставили новые задачи, они росли и за счет профессионализма, и за счет каких-то спортивных качеств, плюс и за счет увеличения бюджета. На эту тему лично я тоже работаю, и в следующем сезоне я просил больше, чем бюджет сейчас клубов, там, той же там, футбольного клуба новой генерации, строителя. Но политическая бизнес-ситуация, экономическая в республике оставляет желать лучшего. Тут удержать бы на плаву на уровне, чтобы не произошла стагнация. О росте пока, я думаю, в ближайший год тяжело говорить. Поддержка именно профессиональных клубов из республиканского бюджета у нас окончена, приостановлена. Да, совершенно точно. Вот такой строчки уже нет у нас. Да, вот такой строчки давно нету. Их напрямую финансируют спонсоры. Вот. Собственно, вот так, да. Да. Ну а ваше дело это финансировать спортивные школы, которые, соответственно, будут давать игроков. Абсолютно точно. Наша задача, качество, улучшать спортивную школу, увеличивать госзадания, увеличивать количество детей, привозить правильных тренеров, следить за программой спортивной подготовки, максимально вывозить детей на соревнования, потому что без них никуда. И вот таким образом, я думаю, повысим уровень наших команд. Строитель практически вышел в плей-офф. Ну, фу-фу-фу, конечно. Да. Вот. Но да, но тем не менее, да, то есть практически там из восьмерки вряд ли выпадет. Соответственно, это дополнительные игры, это дополнительное финансирование. По вашей информации, заложены ли средства на выезды у клуба? Не получится ли так, что бац, и снимется строительство плей-офф? Да, могу абсолютно точно сказать, что не снимется, средства заложены, так что мы с нетерпением ждем, когда он зайдет официально в плей-офф, начнет всех громить, дай бог дойдет до финала, потратит еще много денег, но деньги у них заложены. Такой ситуации не произойдет. Я общался с президентом на эту тему клуба. Поэтому все будет хорошо, продолжаем болеть, надеяться. Идет он, на самом деле, отлично. Мы получили приятные новости о том, что основные работы на республиканском стадионе окончены. В связи с этим вопрос,
Будет ли строитель безвозмездно играть на республиканском стадионе или по договору аренды? Ну вот здесь как раз у нас есть такая скрытая возможность для увеличения бюджета строителя. Мы готовы их принять на безвозмездной основе. Они по закону должны погасить коммунальные платежи, прочие операционные затраты нам в бюджет за себя. Но в целом это возможно, так как это общественная организация. Таким образом у них может освободиться дополнительный бюджет на спорт, собственно. Поэтому думаю, что мы к этому идем, и надеюсь, так все и сделаем. Мы уже с строителями, с главным тренером, с персоналом, с президентом федерации ходили по стадиону, смотрели раздевалки. И моя задача, я их как можно раньше выталкивал на стадион, посмотреть, ознакомиться с проектом, походить по комнатам, понять, что им еще надо, как они будут с этим работать, где еще можно как-то успеть что-то переделать. Вот. Им очень понравятся раздевалки и в целом хорошее хозяйство. Вот. Посетили все, там спортивно же еще будет узел большой для них, там для разминок, для какой-то там дополнительной работы. Поэтому, мне кажется, они довольны. Дай бог, скоро зайдем и уже матчи посмотрим здесь. Очень хотелось бы в этот сезон. В республике есть еще 3 профессиональные команды. Начнем с мини-футбола. Там аж 2 профессиональные команды играют в высшем дивизионе России. Вот в Суперлиге у нас представлены новая генерация и Ухта. Это само по себе уникальное явление. В этом году еще более уникальное, потому что во всей Суперлиге всего 9 команд, да, считайте, 2 из них наши. Но в то же самое время Ухта стабильно замыкает таблицу. Новая генерация, в общем, за исключением отдельных вспышек удачных матчей, тоже недалеко ушла. Сейчас они, насколько я помню, 7-е. С точки зрения позиционирования Коми, что важнее, иметь 2 команды в Суперлиге, но слабоватые, или одну сильную? Интересная история, да, сложилась с 2 командами. Уникальная даже, я бы сказал, да. Здорово, что мы оказались таким серьезным мини-футбольным центром на карте России. Это приятно видеть. Я здесь отвечу так, что 2 команды принадлежат разным структурам совершенно коммерческим, поэтому тут мы хотим, не хотим, нам очень тяжело их сроднить. Так же можно, как Спартак и ЦСКА в Москве, попытаться скрестить. Это, мне кажется, не очень возможно. Причем это уже здесь, на уровне республики, приняло статус дерби. И достаточно ожесточенного. Поэтому, мне кажется, это добавляет изюминку в чемпионат, добавляет изюминку для болельщиков. У нас зародилось такое качественное дерби. Дай бог, что со временем мы сможем подтянуться к лидерам в бюджете. Это вообще такой философский вопрос, на самом деле, выбрать свою нишу. Потому что, ну, конечно, можно замахнуться, вбухать миллионы денег и построить здесь команду, которая будет на первом месте. А с другой стороны, можно чуть-чуть сделать команду послабже, вывести ее в нишу, ну, на лигу меньше, и также получать удовольствие на других бюджетах, занимать первые места, приносить удовольствие людям. Это какой комплексный вопрос. Мы принимаем то, что есть, потому что это не наши команды. Мы рады, что у нас много в мини-футболе. Дай бог, что когда-то мы начнем там бороться в плей-офф, может, в финале сыграют 2 команды. Давайте загадаем, в каком году. Давайте. Приятным громом перед самым началом сезона прозвучала новость о том, что Ника будет играть в премьер-лиге. Я думаю, что многие со скепсисом к этому отнеслись, предрекали скорый просто пребывание на дне. Сейчас наши баскетболистки уверенно идут в середине таблицы. Но, опять же, некоторые думают, что это проект на 1 сезон, на 100-летие Коми. Вот, что вы можете сказать по этому поводу? Действительно ли это такой одногодичный проект? И что Министерство спорта готово сделать для того, чтобы баскетбольная Ника из Сыктывкара осталась в премьер-лиге всерьез и надолго? Я думаю, что это однозначно не 1 год проект, потому что хозяева клуба, они влюблены в вообще в баскетбол и, в принципе, в клуб. Он является, ну, таким прямо детищем от сердца, это абсолютно точно, я это вижу. Поэтому это долгосрочный проект.
Дай бог, что он будет, на самом деле, длиться многие годы. От себя скажу, что, в принципе, мы хотели бы тоже участвовать во всем этом процессе, там, помогать какими-то силами там, в организации с болельщиками, в продвижении этого вида спорта. Собственно, что мы и делаем. Мы стараемся развивать тот вид спорта, чтобы подпитывать детей, чтобы выстроить пирамиду. Максимум, я не знаю, с головой ходим, болеем уже, своим примером показываем, что еще можем сделать. Так что дай бог здоровья всем этим клубам, долгих лет жизни у нас в республике. Виталий Викторович, нам стало известно о вашем увлечении хоккеем с шайбой. Вы успели стать уже и серебряным призером Книжпогосского района по этому виду спорта. Скажите, пожалуйста, будет ли этот вид спорта у нас развиваться? Может быть, у нас даже в республике появится профессиональная хоккейная команда? Ну, кстати, мы сейчас перезагружаем студенческий спорт, и будет уже буквально через неделю встреча с руководством университета. Мы уже предварительно договорились, что мы запустим там ряд видов спорта. Это комплексный продукт, естественно, с муниципалитетом надо общаться, потому что хозяйство хоккейное – это их, если мы говорим конкретно о хоккее. И я думаю, с Федерацией хоккея они тоже очень заинтересованы. Мы все вместе встретимся, это уже будет там, 3-й раунд нашей встречи, где мы уже даже конкретно закрепим дорожную карту, как мы реализуем это. Поэтому у нас будет клуб студенческий по хоккею, я в этом фактически уверен. И это очень здорово, потому что хоккейная именно с шайбой среда, она достаточно активна. И возникает клуб, вот мы понимаем, куда он пойдет, есть студенческие лиги, они по округам, не нужно ездить там в другой конец света. В общем, это будет достаточно интересный процесс. В Москве это очень интересная лига. Там и уровень неплохой, и дети заняты. У них там каждый раз тренировки. Я со студентами играл, они очень интересные ребята. Отлично играют, и есть о чем поговорить на лавке запасных. Очень эрудированные, подкованные, умные. Конкретно вот играл с Бауманским институтом, с ребятами, ну потрясающе. Думаешь, у них такой уровень обучения, и они отлично гоняют и успевают заниматься этим. И это прекрасно. Поэтому студенческому хоккею быть, в принципе, конечно, здесь такая борьба идет. Я вижу в любителях хоккей с мячом, хоккей с шайбой. Там, скорее всего, в любителях хоккей с шайбой, конечно, проигрывает, потому что очень много здесь любителей хоккея с мячом. Хочется попробовать, кстати, интересно, совершенно другая игра. Я думаю, что вряд ли получится, потому что нет зон, другая совершенно тактика. Вот. Здесь надо возрождать школу, чтобы говорить о команде хоккея с мячом. Пока тяжело идет процесс, где есть там на периферии, так скажем, ледовые дворцы. Есть большие проблемы со школами хоккея с шайбой. Где-то они такие, можно сказать, фиктивные. Там, например, платная школа, где, естественно, это очень дорогой вид спорта. Он без поддержки, ему тяжело быть. Вот. Тяжело здесь он идет, начинается, здесь надо выстроить систему. Ну, хорошо, что у нас есть Федерация местный хоккей, достаточно активный человек. Федерация России помогает, дает гранты всяческие, возможности. Попробуем их все реализовывать и таким образом выстроить и здесь пирамиду. Но я думаю, до профессиональной команды нам очень далеко, очень-очень далеко даже, я бы сказал, скорее строитель станет чемпионом страны. Вот, а любительский спорт по хоккею шикарный. Вчера проиграли 7-0, я уже играл на чемпионате города. Вот. Так что таким образом все идет. Виталий Викторович, большое спасибо.